Доброго времени суток, друзья! На портале ЕСИА обзор событий за неделю и все самое интересное, о чем можно прочитать на нашем сайте и страницах газет. С вами Туяр Харитонова, а поговорим мы сегодня вот о чем. Поджоги, дороги, культура. Об этом и не только на страницах газеты «Якутия». В рубрике «Тема недели» репортаж о нехорошей квартире. Сдавая в аренду квартиру, не стань ответчиком в суде. Что стало главной темой и кто герой недели на страницах газеты «Саха-Сире» в нашем обзоре. Факты, резонанс, новостная лента ЕСИА. Наши корреспонденты раскрывают актуальные темы в своих репортажах. Итак, начнем. Прошла на неделе сессия Якутского парламента. Первым народные депутаты приняли законопроект о главном финансовом документе госбюджете республики на год текущий, в который были внесены корректировки. По бюджету у нас непредвиденные расходы, связанные с тем, что глава республики идет на досрочные выборы у нас в республике Саха-Якутия. И то, что состоятся такие выборы досрочные, когда мы принимали бюджет Республики Саха-Якутия на 2014 год, мы предусмотреть не могли, и поэтому сейчас предусмотрели необходимые средства, а средства эти пойдут полностью на расходные статьи по организации выборов главы Республики Саха-Якутия. Компенсация этих расходов, она будет предусматриваться в том числе из дополнительного поступления доходов в виде и будет осуществляться в виде корректировки бюджета республики в последующем. Я думаю, что к осенью мы к этому вопросу вернемся и компенсацию сделаем. Рассмотрел Якутский парламент и ряд вопросов, касающихся избирательного права. Утверждены поправки, в соответствии с которыми можно обжаловать результаты выборов по месту голосования. Кроме того, кандидатам в депутаты на выборах в органы местного самоуправления дано право не открывать специальный избирательный счет, если расходы на финансирование избирательной кампании не превышают 5000 рублей. Кроме того, теперь по ряду причин, к примеру, болезнь, командировка или отпуск, которые признаются уважительными, у избирателя появляется основание для того, чтобы он за 10 дней до голосования имел право отдать свой голос на выборах, продолжит Вячеслав Стручков. На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Государственного собрания ЛТУМЭН народные депутаты приняли поправки, которые позволят отказаться в Якутии от открепительных удостоверений. Как показывает практика, открепительным удостоверением пользуется не такой большой процент граждан. Теперь любой якутянин, который хочет проголосовать досрочно, может сделать это на избирательном участке, то есть непосредственно в здании избирательного участка за 10 дней до дня проведения выборов. Как считают специалисты, это поможет больше явки на выборах и более удобной станет процедурой для самих избирателей. Введены изменения по досрочному голосованию. Раньше у нас по 3 системам выборов, это главы республики, народных депутатов и представительных органов, предусматривалась система по голосованию по открепительным удостоверениям. То есть, если гражданин изъявлял свою гражданскую позицию, активное избирательное право по выборам, он должен был приходить на избирательный участок 2 раза. Это первый раз для того, чтобы он получить открепительное удостоверение в своем избирательном участке, и второй раз воспользоваться этим открепительным удостоверением, поехать там, где он будет находиться либо в командировке, либо на выезде в день голосования, и прийти на этот участок проголосовать. По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам прошлого года у нас открепительное удостоверение получили где-то на уровне 6000 граждан. Воспользовались этим правом только 2000 граждан, чуть более 2000 граждан. Это получается, что 4000 граждан, получив открепительное удостоверение, они не проголосовали на местах. Сейчас федеральное законодательство учитывает эти моменты. Вообще избирательное законодательство у нас подходит к той форме и к тем основам, которые были еще в 1999 году заложены. И мы будем вводить вместо открепительных удостоверений норму досрочного голосования. Досрочное голосование предполагается за 10 дней до дня голосования. Мы таким образом ставим цель перед собой, чтобы повысить явку избирателей, во-первых, и те граждане, которые будут выезжать в отпуска, а вы знаете, что 14 сентября, если они будут в период отпусков в основном, и те граждане, которые не смогут подойти к избирательным урнам по состоянию здоровья и по иным уважительным причинам, они будут иметь полное право для того, чтобы прийти на избирательные участки за 10 дней и проголосовать досрочно.
О внеочередном пленарном заседании пишет в своей толстушке и газета «Саха-Сире». Автор материала Аграфена Кузьмина рассказывает о внесенных 73 поправках в закон о выборах. Продолжает «Саха-Сире» тему об освоении чаиндинского месторождения газа. Автор задается вопросом, что же даст республике прокладка трубопровода. Рассказывает газета о пожарах. Только за этот месяц в Якутске погорело 23 дома. Самое ожидаемое в культурной жизни республики с Холонхо в Хангаласском Улусе. Как идет подготовка, что сделано, также на страницах газеты «Саха-Сире». Газета вновь радует интересными очерковыми материалами. Здесь и историческая статья о хангаласских ямщиках, ну и традиционные рубрики о семье, спорте и здоровом образе жизни, и не только. А о том, что же пишет газета «Якутия», нам расскажет главный редактор газеты Евгений Грибчатов. Он на прямой связи с нашей студией. Евгений, приветствую. Рассказывайте, что у вас интересного на этой неделе. Здравствуй, Яра. В свежем номере газеты «Якутия» читайте статью о том, как жители одного из домов города Якутска добились принятия мер в отношении квартиры, которую сдают хозяйка посуточно. Тема очень актуальная для нашего города, и такие примеры известны нам всем. И вот как добиться того, чтобы эту ситуацию прекратить, читайте в нашей газете. Также читайте о том, чем закончились в повестке Егора Борисова Валданский, Нерингринский район, как прошли встречи с жителями этих районов, о чем спрашивали люди, и какие вопросы были подняты, и какие ответы были им даны. Кроме того, в связи с юбилеем, значит, режиссера и актера Русского драматического театра Эдварда Купшиса, читайте интервью с ним, подготовленное нашим культурным обозревателем Аитой Шапошниковой, о нем самом, о театре, о пьесах, в которых он участвовал. В рубрике «Острый угол» наша газета поднимает проблему дорог нашей республики. Известно, что ожидается сложная навигация в связи с низкими уровнями воды в реке Лена. Так и большинство грузов, скорее всего, придется везти в районы по земле. Да? То есть в каком состоянии наши дороги, да? Что с ними будет в ближайшие годы. И как будем выходить из этой сложившейся ситуации, читайте в номере обозревателя Членовой Ирины. Молодой дизайнер Анжелика Кириллина, чьи работы знает даже за рубежом, рассказала для нашей газеты об очень популярном сейчас стиле бохо. Читайте об этом в нашем свежем номере. Яра? Спасибо, Евгений. Мы обязательно узнаем все подробности из вашей газеты. Между тем, есть в Якутске еще одна проблема. Какую бы рекламную газету сейчас не открою, в рубрике «Сдаю в аренду» можно увидеть десятки, а то и больше предложений частных гостиниц, а также целый список домов, квартир и комнат, сдающихся посуточно и по часам. Об этом в своем материале в газете «Якутия» пишет Алексей Рудых. Не говоря о законном гостиничном бизнесе, в обособленных строениях и зданиях с отдельным подъездом и крыльцом, остановимся на нелегальной сдаче жилья в аренду в подъездах многоквартирных домов. Налицо явное нарушение прав и свобод тех, кто живет по соседству. Причем нарушения из этой сферы, которые органы МСУ и внутренних дел предпочитают не замечать. Комнаты, квартиры, коттеджи, любую недвижимость в Якутске можно снять хоть на час, хоть на целые сутки. Объявления подобного характера можно найти везде и всюду. К примеру, сейчас мы попробуем дозвониться до одного из подобного предложения. Ну, допустим, нас интересует центр, однокомнатная благоустроенная квартира. Говорят, что здесь чисто, уютно, что сдается квартира посуточно и по часам. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. По объявлению звоним. Вы сдаете квартиру посуточно? Посуточно, да, у меня вот трехкомнатная будет сегодня, видная в центре. А вы сдаете несколько квартир, да? Ну да, сколько человек? Ну, у нас где-то 5-6, наверное, будет. Понятно. Ну, вот видно, что в центре за 5 сдаю. За 5000 сдаете, да? Ага. Если мы туда с компанией придем, соседи ваши возникать не будут? Ну, я только тихо, вот двум парам, только так сдаю, только небольшим компанией. После 11 там не шумно было. Спасибо большое.
Вопрос о комфорте соседей и их безопасность для арендаторов стоят на последнем месте. Первое, чем мотивированы, условно скажем, подобные услуги, это привлечение определенной прибыли, легких денег. К примеру, жители одного из домов в городе Якутске, расположенного по улице Хабарова, 17/1, начали борьбу с нерадивой хозяйкой, которая сдает посуточно, по часам свою квартиру на 5-м этаже. Жители этого дома не согласны с тем, что в этой квартире собираются различные компании и так далее, которые их зачастую затапливают, ну и они боятся за свою безопасность. Борьбу свою они начали с 2011 года, и по сей день они ведут вот эту борьбу с некой Екатериной Скачко. На сегодняшний день у них есть решение суда городского, где прописано о том, что квартиру можно выставить на торги. Суд постановил, что наше заявление обосновано и подлежит удовлетворению и обязует окружную администрацию в течение месяца исполнить это. 14 марта департамент отправил требования этой хозяйки квартиры, в котором они предупреждают, что если только не будет исполнено, устранены все правонарушения, не проведется ремонт, они, значит, выставляют квартиру на торги. Все. Эта квартира расположена на 5-м этаже, сантехника вся неисправна, постоянно топит людей, вот даже доходит до 1-го этажа. Вот. И сюда, когда пришли сантехники, они говорят, они с предпринимательницей поругались, говорит, мы уже замучились по всему этому кварталу ремонтировать квартиры. У всех сантехника разбита. Ну, пьяные люди. А у нас, представьте, дом газифицированный. Мы каждый день боимся, что нас они могут взорвать просто-напросто. Вот эта квартира. Замки, посмотрите, тут все у них разбито. Мусор они не здесь сбрасывают, они возле почтовых ящиков берут с пустыми бутылками после каждого клиента. Она идет и кидает туда. Вы тогда, получается, с 2011 года как начали с этой квартирой бороться, так до сих пор, вот да, уже 12-й, 13-й, да, и да. в 2014 году у вас уже почти полная папка. Начали мы с Заболева, вот ему передано заявление, вот Заболев, видите. Какие механизмы с юридической точки зрения есть, чтобы на нее воздействовать? 293 статья. Она гласит, что если человек использует квартиру не по назначению и постоянно идут нарушения, постоянно мешает людям нормально жить, после даже всех предупреждений, то эта квартира выставляется на торги, продается, ей возмещаются эти деньги за минусом судебные расходы. Постановление суда у вас есть на руках? Это решение есть, и в нашем заявлении вот это наше и было требование, а 28 января, пожалуйста. Мы с хозяйкой квартиры разговаривали, хотели по-мирному все это решить. Мы говорим, Вера Алексеевна, вы, пожалуйста, эту квартиру сдайте семье. Она, значит, нет, сдайте, пожалуйста, сами сюда заедьте, у нее есть еще одна квартира, а в ту квартиру вы сдавайте, может быть, там устроят соседи. Она говорит, нет. Мы говорим, тогда продайте, купите в другом доме. Нет, поменяйте. Нет. Она говорит, это моя собственность, что я хочу, то я и буду делать. А почему она так говорит? Потому что вот своим бездействием они дают ей право, что как бы они ее защищают. Вот. А еще ответ от окружной администрации был и в 2011 году, и в 2012 году, что это собственность. И она может ей как считает нужным этой собственностью управлять. Все. Главный информационный портал Якутии esia.ru освещает на этой неделе самые актуальные и интересные события из жизни республики. Каждый найдет здесь много полезного, начиная от новостей в политической жизни республики, заканчивая театром и кино. Продолжает esia рубрику «Один день из жизни». На этой неделе героями стали пожарные. О том, как проходят будни в пожарной части столицы, рассказывает Елена Бочкарева. Читайте, смотрите и обсуждайте новости на главном информационном портале Якутии esia.ru и на страницах республиканских газет. Будьте в курсе всех событий. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.